Здравствуйте! Мы приветствуем вас с горнолыжного комплекса Южно-Сахалинска. Здесь открывается потрясающий вид на столицу первых зимних игр «Дети Азии». Отсюда можно разглядеть и некоторые объекты, на которых прошли соревнования международного престижного турнира. Сахалин впервые принимал соревнования по шорт-треку. Они проходили в ледовом комплексе «Кристалл». На остров прибыла очень сильная боевая команда корейцев, которая вступила в борьбу в статусе фаворита. На прошлых юношеских играх наши спортсмены заняли высокие места. Команда сильная. На этих играх также надеемся на хорошие результаты. Шорт-трек у нас очень популярный вид спорта. Профессионально занимается около 1000 человек. В забегах на 1500 метров лидерам пытались противостоять спортсмены из Казахстана и Уральского федерального округа. Чудо не случилось. За пьедестал сражались только корейцы. Я выступала только у себя на родине и никогда не получала золотую медаль. Даже своих подруг по команде я одолела впервые. Мне этот день однозначно запомнится надолго. Всего на корт вышло 10 команд. Среди них 4 региона России – Дальний Восток, Урал, Сибирь и Якутия. Российские ребята в целом показывали неплохую подготовку. Слабее выглядели спортсмены из южных стран. Я приехал сюда набраться опыта. Занимаюсь шорт-треком 2 года. К сожалению, у нас в Индии нет корта, и нам приходится выезжать в другие страны, чтобы потренироваться. На лед Дворца спорта «Кристалл» из нашей республики вышло 8 спортсменов. Они были представлены во всех забегах. Шорт-трек – новый вид спорта для Якутии. Некоторые ребята занимаются всего первый год. Но, несмотря на это, мы не последние. Лучший результат показала Алина Фомченкова. Она заняла 7-е и 8-е место. Да, это мой первый старт международных детей Азии. В хитах я прошла 4-е, не прошла в полуфиналы. Постаралась улучшить время, чуть-чуть не получилось. Соперницы очень сильные, они очень, хорошая техника у них. Нам льда просто не хватает, технику подкачать и все. Тоже так же будем кататься, даже лучше. Оцениваю нормально, но не настолько хорошо, насколько я рассчитывал. Забег начинался хорошо, но по окончанию все пошло не как я рассчитывал. А так, надеюсь, что может еще выпадет желание попасть на таких соревнованиях. Падение и удаление шорт-трекистов из Кореи – шанс для остальных побороться за бронзу. Этими воспользовалась Полина Насыбулина с Урала на дистанции 500 метров. Я не знаю даже, что сказать. Очень волнительно было. Слов вообще нет. Одни эмоции только, и все. Последний соревновательный день в эстафете «Золотую гегемонию» корейцев сумели разрушить казахские конькобежцы. И это стало сенсацией турнира. В финале лидеры не отдавали преимущества, хотя время от времени казахстанцы вырывались вперед. Но за 2 круга до финиша один из фаворитов гонки упал. Это сыграло решающую роль. Казахстанцы пришли раньше на 5 секунд и взяли золото игр. Сибиряки показали тоже достойный забег и довольствовались бронзовой медалью. Будем надеяться на то, что наша юниорская команда возьмет лицензии на Олимпиаду юношескую, и там мы также себя проявим. Больше всех медалей, как и предполагалось, собрала команда Южной Кореи. В итоговом зачете из 8 золотых медалей шорт-трекисты завоевали 7. А на следующих играх «Дети Азии» всем остальным придется подтянуться и дать жару мировым лидерам южнокорейцам. Все это мы увидим уже через 2 года. Возможно, здесь же, во Дворце спорта «Кристалл». Евгения Егорова, Семен Афанасьев, «Дети Азии». Соревнования по фигурному катанию открыла представительница сборной Якутии Дарья Батяева. Она достаточно чисто показала все обязательные элементы и вошла в десятку лучших по итогам первого соревновательного дня. Выступление удалось, все хорошо получилось. Сейчас готовлюсь к произвольной программе, нужно будет чисто откатать. Но дальнейшие выступления в короткой программе один за другим приносили неудачи фигуристкам. Падений в этот день на сахалинском льду было много, однако в последней группе вышли одни из сильнейших участниц. День не задался для многих фигуристок. Казалось, что падают почти все. Я упала, потом мне потемнело в глазах. Я поехала дальше. Пыталась собраться и доделать все до конца. Однако в последней группе вышли спортсменки, которых считали лидерами турнира.
первый день возглавила рейтинг корейская фигуристка Ю Янка. После произвольной программы уверенно подтвердила свое лидерство. Еще одна кореянка Хайн Ли откатала короткую программу на бронзу, но нелепо упала при выполнении произвольной программы и стала 4-й в итоговом зачете. А 2-е и 3-е место поделили ученицы московской школы Алена Канышева и Ксения Синицына, которые на высоком уровне исполнили самые сложные элементы. Надо сказать, что фигурное катание вызвало в Южно-Сахалинске зрительский ажиотаж. Чтобы попасть на выступление, нужно было за несколько дней бронировать места. Мы вчера вот взяли на катание, на дневное на это, а вот на вечернее, к сожалению, нет. Многометровые очереди стояли даже на улице. А у тех, кто не хочет стоять в очереди или просто любит проводить время на свежем воздухе, есть альтернатива. Здесь, прямо перед Дворцом спорта, можно наблюдать за выступлениями спортсменок в реальном времени через экран. Надо отметить, что зрители были впечатлены не только выступлениями юных фигуристов, но и фан-зоной катка, которая расположилась в фойе. Это целый культурный парк с арт-объектами для селфи. Здесь проходили концерты и дефилировали живые скульптуры. У юношей с первого же дня фаворитом стал московский фигурист Даниил Самсонов. Собранность юного спортсмена помогла ему даже после падения при выполнении сложнейшего элемента четвертного лутца блестяще откатать свою произвольную программу. Я всегда уверен в себе, и прогнозов не было, просто хотел откатать хорошо программу. Серебро завоевал другой представитель сборной столицы России Егор Рухин. На бронзу откатал произвольную программу корейский фигурист Йон Хён Ча. Если одни ни на что, кроме победы, не были согласны, другие били свои личные рекорды и довольствовались тем, что они получили возможность представлять свои страны на играх «Дети Азии». Мы новички в этом спорте, потому что у нас нет специальных катков. Мы занимаемся на роллердроме, и возможность встать на настоящий лед появилась только здесь. 3 соревновательных дня по фигурному катанию прошли как один. Здесь было все: и слезы радости, и разочарования, и падения, и новые открытия. Но самое главное для юных спортсменов – это еще один шаг к приближающейся мечте, к новым победам, олимпийским медалям. Саргалана Захарова, Семен Афанасьев, Сергей Козюра, Сахалин, Дети Азии. Лыжебиатлонный комплекс «Триумф» был построен специально для областных и международных соревнований по лыжным гонкам и биатлону. В эксплуатацию его ввели незадолго до старта первых зимних международных игр «Дети Азии». На 122 гектарах расположилось стрельбище с 30 мишенями и трассой протяженностью 8 километров, которая менялась в зависимости от соревновательного дня. Волнуешься? Нет. В течение 8 дней юноши и девушки 15-16 лет боролись за звание лучших в лыжных гонках и биатлоне. И если с победителями ситуация была неоднозначна, то аутсайдеры определились с первых же секунд соревнований. Таиланд и Кувейт – страны, в которых априори нет снега. Впервые спортсмены его увидели именно здесь, на Сахалине. Вялый старт, неуверенные движения и падения на спусках. Именно так выглядела их борьба за предпоследнее место. Но забегая вперед, скажу, что к концу игр стоять на лыжах они стали заметно увереннее. И даже пытались навязать конкуренцию не только солнечным странам, но и заснеженным регионам России. Не обошлось без инцидентов. Отнюдь не мягким оказалось столкновение двух парней на финише в финале первого соревновательного дня лыжных гонок. А это Павел Чернышов. Его падение закончилось травмой. Я разбился на самых первых соревнованиях в дисциплине супергиганта. Поскольку дисциплина скоростная, очень тяжело иногда совладать с лыжами. И получилось так, что я упал в одном из поворотов и приземлился на руку. И сломал себе палец. И дальнейшие соревнования проводил в качестве зрителя, болел за команду. Самыми яркими стрелками среди биатлонистов стали Вадим Куролес из Казахстана и камчатская биатлонистка с боевой фамилией Солдатова. Среди лыжников это Илья Трегубов, сборная Москвы, и Анна Кожинова, Сахалинская область. Дети Азии – это очень замечательное мероприятие, было очень весело.
Это новый опыт, новые эмоции. Было очень приятно с ними пообщаться. Как признались участники, немалую лепту внесли зрители, которые активно кричали за своих спортсменов. Якутские спортсмены также отличились. Биатлонист Николай Максимов завоевал серебряную медаль на зимних играх «Дети Азии». Она стала первой наградой в копилке сборной республики. В дистанции на 10 километров 16-летний Николай Максимов из Амгинского района стал вторым, уступив Виктору Молчанову из Сибирского федерального округа. Разрыв составил 24 секунды. Как отметил спортсмен, соперники сильные, конкуренция достойная, гонка вышла интересной. Чувствую себя отлично. Так никогда не улыбался. Первый раз. Трасса тяжелая, но лыжи хорошо катят. Но наибольшее количество медалей сборной республики принесли лыжные гонки. Все они взяты в эстафете дружбы. Забег формировался 3 спортсменами из разных сборных. В случае победы медали шли в зачет сразу всем участникам. Алданским лыжникам Анастасии Ткаченко и Владиславу Парфенову удалось пополнить копилку сборной 2 бронзовыми, а Илье Заворотных – серебряной медалью. Все было замечательно. Я бежала с казашкой и с москвичкой. Непередаваемая атмосфера, все очень здорово. Познакомились только сегодня. Оказались очень дружные ребята. Все сдружились. В завершающий день еще одну медаль в копилку якутской команды принесла воспитанница Алданской спортивной школы Роксана Хабытина. На пару с Софьей Тузинской из Сахалинской области они заняли 3-е место в эстафете дружбы по биатлону. Лыжи у меня сегодня работали хорошо, но на последний круг, чтобы второй стать, ног немножко не хватило, они все закислились. Вот. Но стреляла сегодня лучше, чем обычно. Она мне пришла 3-я. После первой стрельбы я стала 1-й, но потом стойко все решила, я вот в итоге 3-я. Ну вот и завершились соревнования по лыжным гонкам, и теперь лыжебиатлонный комплекс «Триумф» вновь стал местом для тренировок и активного отдыха. Василий Раченко, Сергей Козюров, Владимир Павлов, «Дети Азии», Сахалин. В хоккейном турнире приняли участие 9 команд из 5 стран. Соревнования с самого начала поразили огромными счетами. Первый матч между командами Дальнего Востока и Кувейта закончился с разгромным счетом 60-0. Вторая игра со сборной Сибири закончилась еще более плачевно – 77-0. И Максима Житейкина, номер... Журналисты НВК «Саха» и местного телеканала ОТВ решили запустить флешмоб в поддержку кувейтской команды. После 2 неудачных матчей Кувейт хотел отказаться от дальнейшего участия на играх. Их переубедила оказанная поддержка. Зрители стали искренне переживать и болеть за целеустремленную команду. Так как мы узнали о поддержке, мы собрались силами, пришли и вышли на лед. Поэтому еще раз спасибо большое за поддержку. Нам нужно больше кататься на коньках, больше играть, больше тренироваться, потому что мы стоим на льду всего 3 недели. Кувейт поддержали даже знаменитые хоккеисты, легендарный Павел Буре и тренер молодежной сборной России Юрий Бабенко. Благодаря всеобщей поддержке кувейтские ребята уехали, обещая, что продолжат заниматься хоккеем. По итогам жеребьевки сборная Якутии попала в группу «Б». Она вышла играть на 3-й день соревнований. Первый соперник в групповом этапе – Туркменистан. Якутские хоккеисты одержали верх с большим перевесом – 17-2. Но Владимир Хисамуддинов считает, что это не максимум. О 100% речи нет. Ну, то есть не сыграли нас по своим возможностям, как они могут. Не показали той игры, которая должна быть. Во второй игре якутяне встретились с лидером группы «Б» Уралом. С первого периода уральцы навязали свою игру и завершили матч со счетом 23-0. По словам главного тренера, это соперник совсем другого уровня. Регион Урал, он один из самых сильных в России. Все команды топовые, там «Трактор», «Магнитка». У нас, если у нас, допустим, в отборе в команду был отбор из 30 человек, то у них там отбор в команду из 1000 человек. 3-я игра группового этапа против Казахстана также не прошла в пользу якутян. За весь матч на 18 заброшенных шайб наша команда ответила 1. Этот матч стал решающим. После него наша сборная выбыла из борьбы за медали. Юный хоккеист из Нерюнгри Иван Чейшвили все же принес республике серебряную медаль. На соревнованиях по индивидуальному мастерству он показал 2-й результат в конкурсе на буллиты. Соперники все были серьезные, играть с ними было тяжело. У них каждый день игры, допустим, а у нас не часто.
игровой практики у них больше. Но, в принципе, было классно с ними поиграть. Как оказалось, главный судья хоккейного турнира тоже из Якутии. Валерий Рада провел в Мирном детство и юность. Мы все смотрим матчи All Stars, КХЛ, поэтому решили, что эти конкурсы наиболее зрелищные. И участникам есть что показать. Свое мастерство именно. И вратарей здесь задействовали, не только игроков. Сборные Сибири и Урала не потерпели ни одного поражения в групповом этапе. На стадии полуфинала Сибирь уверенно обыграла Казахстан, а Урал – Дальний Восток. В результате в борьбе за бронзу встретились Дальний Восток и Казахстан. Счет матча открыли казахи, но дальневосточники, казалось, поймали волну и сравняли счет. Но в заключительном периоде Казахстан перехватил инициативу и выиграл со счетом 5-2. На матч за золото пришло посмотреть столько зрителей, что в зале просто не хватило места. Некоторым пришлось смотреть матч на экранах, установленных на улице. Игра не подвела зрителей. Весь первый и половину второго периода никто не мог забросить шайбу. Ситуацию изменила сборная Урала, которая первой открыла счет. После первой ласточки уральцы почувствовали силу и в третьем периоде забросили уже 4 шайбы и завершили матч с триумфом 5-0. Напряженная игра турнира закончилась победой команды Урала. И это не просто победа, это история. Ребята стали победителями первых зимних игр «Дети Азии». Пока смешанные чувства, но, скорее всего, радость. Ну, поддержка трибун помогла. В принципе, и сами парни понимали, что очень важная игра. Все были настроены и бились до конца. Поздравить юных спортсменов пришла легенда хоккея Вячеслав Фетисов. Да, я поздравляю ребят. Хорошего качества хоккея увидел. Но самое главное – атмосфера, которая присутствует здесь. Знаменитый спортсмен лично вручил награды победителям и призерам. Все эти ребята стали одними из тех, кто написал первую главу истории зимних игр «Дети Азии». Юрий Осипов, Семен Афанасьев, Александр Ярков, Владимир Павлов, «Дети Азии», Сахалин. Комплекс «Горный воздух» – одна из самых ярких достопримечательностей Южно-Сахалинска. Западные склоны горы Большевик отлично видны из любой точки города. Нужно отметить, что в темное время суток трассы склона тоже хорошо просматриваются благодаря оригинальной подсветке. А во время проведения игр эти склоны были задействованы с утра до вечера, ведь горнолыжники и сноубордисты выясняли здесь отношения в слаломных дисциплинах. Горнолыжные старты начались с супергиганта. Ввиду того, что многие зарубежные спортсмены, например, прилетевшие из Афганистана, имеют маленький опыт в зимних видах спорта, главным судьей было принято решение увеличить стартовые интервалы. Что касается спортсменов, нацеленных на победу, то здесь развернулась жесткая конкурентная борьба. Традиционно на награды претендовали российские горнолыжники. Они и заполнили пьедестал. Золотое время показали москвичи Ангелина Жбанова и Егор Мельбард. В гигантском слаломе не обошлось без травм. Со склона эвакуировали горнолыжников из Индии, Монголии и Афганистана, однако ошибки допускали и хорошо подготовленные участники. Я думаю, что выступила хорошо. Супергигант не мой конек. Из-за этого переволновалась на старте. Первое время показала Анастасия Трофимова из сборной Москвы, а среди юношей лучший результат у представителя первой сборной островного региона Глеба Федорова. Зачет в слаломе пришелся на потепление, и трасса стала более мягкой. Это более привычные условия для южных горнолыжников. Но чуда не произошло. Из тех, кто боролся за золото, ярче всех выделились представители Урала Семен Челмакин и японец Риома Катаяма. Как правило, российские спортсмены иначе проходят вешки, чем учили меня. Я не попал в накатанную часть трассы и упал. Жалко, что японцы, и посмотреть, как проехал сейчас, по времени было бы интересней. А так, если упал, то как-то неинтересно. У девушек ожидаемо золото взяла Анастасия Трофимова, а в командных зачетах по принципу 2 мальчика и 2 девочки борьба за золото развернулась между сборной Дальневосточного федерального округа и Москвы. Несмотря на травму сильнейшего горнолыжника из столицы России Павла Чернышева, команда показала золотой результат. На втором месте Дальний Восток, третий результат у команды хозяев турнира. Ради них здесь и собралось рекордное количество болельщиков. Дисциплиной, которые еще не знали сахалинские склоны, стал параллельный гигантский слалом в сноуборде. Драматичным оказался женский финал. Пока сахалинка Софья Надыршина уверенно шла к финишу, ее соперница из Миаса Валерия Волгина на высокой скорости снесла ограждение трассы. К счастью, госпитализация Маши не понадобилась, а Софья принесла родному острову первое золото в сноуборде.
Спасибо. У юношей на первой строчке оказался уралец Ярослав Степанко. В следующей параллельной дисциплине слаломе развернулись интригующие драмы. Разница между спортсменами на финише составляла сотые и даже тысячные доли секунды. Сахалинка Софья Надыршина не смогла опередить травмированную соперницу Марию Волгину с Урала. На самом деле я не восстановилась. У меня еще вчера вечером была шишка на голеностопе. И я до сегодняшней раскатки не знала, буду я выступать или нет. Я сегодня ездила на заморозки и на обезболивающие. На самом деле мне было очень больно. И я не знаю, как я докаталась. У парней золотую позицию снова подтвердил Ярослав Степанко. Опять же, я не понял, что я еще выиграл. Я говорил уже, что не знаю, когда придет понимание. А так, радость чувствуется. Все-таки второе золото. А в финальный день соревнования райдеры состязались в командном зачете «Юноша плюс девушка». От старта до финиша около 300 метров. Бордеры набирают приличную скорость. И самыми результативными оказалась двойка из Башкортостана и Сахалина. Но золото снова в копилке уральской сборной. На играх «Дети Азии» у фаворитов в сноуборде Марии Волгиной и Ярослава Степанко на двоих 5 золотых и 1 серебряная медаль. Трюковой сноуборд на играх «Дети Азии» зажег для мира экстремального спорта новую звезду. Сахалинец Никита Абазовик, взявший золото и в бигэйре, и в слоупстайле, показал, что может не только исполнять крутые трюки на перилах, но и покорять большой воздух. Во вращениях на трамплине наши сноубордисты традиционно слабее иностранцев. Девятисотки Никиты дают надежду, что так будет не всегда. Тем более, что он готов улучшать свои попытки. Мне не понравился не очень сильно, как я сделал первый элемент, из-за того, что не так далеко улетел, как хотелось бы, и пришлось немного раньше раскрыться и довернуть ноги. Неожиданно хорошо себя показали корейцы, никогда в сноубординге не блиставшие. Видимо, прошедшая в Пхенчхане Олимпиада уже дает свои плоды. В тройки они не вошли из-за технических помарок, но все равно показали мощные выступления. 2 серебра увезет в Японию король воздуха Юсей Каку. Бронза у молодых сахалинцев Кости Мостового и Егора Шмурикова. У девушек главные медали у сибирячки Софии Кожуховой и Варвары Скочегоровой. Урал. Их же сокомандницы взяли серебро и бронзу. Прыжки с трамплина стали испытанием не только для спортсменов, но и для местной спортивной федерации. Трамплин К-70, построенный год назад, принимал первые серьезные старты. Все получилось. Удачно прошли и одиночные прыжки, и командные. У юношей личное золото взял Даниил Садреев из Татарстана. У девочек всех перепрыгала представительница Казахстана Вероника Шишкина. Тот же Казахстан завоевал высшую награду и в командном первенстве. Конкуренция была хорошая. Сахалин хороший был и Нижний Тагил. Радость для меня то, что вот косячник, вытянуть пришлось немного, но рада очень. Подарили серебро родному острову местные прыгуны Анна Беленок и Максим Колобов. Бронза у команды Урала. В соревнованиях приняло участие 1200 спортсменов из 20 стран, а выбирали победителей 600 судей. Кроме этого, в играх было задействовано 1000 волонтеров, 15 из которых прибыло из Якутии. Хотя желающих поучаствовать в проведении Детей Азии насчитывалось гораздо больше – более 10 тысяч. Якутские волонтеры владеют иностранными языками, поэтому практически всех назначили атташе иностранных делегаций. С детства я смотрела «Дети Азии», которые проводились у нас в Якутске. И я мечтала тоже стать частью этого большого мероприятия. Являюсь волонтером атташе, сопровождая делегацию Узбекистан по фигурному катанию сопровождала. Вот утром сегодня они буквально улетели со слезами на глазах. Вот им очень понравилось и обещали, что еще приедут на Дети Азии, звали к себе. Я являлась атташе Сибирского федерального округа, сопровождала хоккеистов. Но это очень большая команда, 22 спортсмена. Это и сложно, и круто. То, что я познакомилась с хоккеем, можно сказать. До этого как-то я знала, что хоккей это крутой вид спорта, мощный. А сейчас я узнала уже немножко его с другой стороны. Самый старший волонтер в якутской группе – 62-летняя Мария Емельянова, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России в Якутии». Серебряный волонтер участвует на играх Дети Азии уже в 3-й раз. Приехала из Казани Галия, она чуть постарше меня, с Казани она.
Ну, я сам, когда еще она не приехала, я была самый взрослый, пожилой волонтер. На играх работали также и иностранные волонтеры. Так на остров прибыло 16 волонтеров из Монголии, Кореи и Китая. Меня зовут Ма Венджа. Я волонтер из Китая первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». О предстоящих играх она узнала от друга, который на тот момент уже стал волонтером «Детей Азии». Девушка быстро прошла отбор, после которого попала на Сахалин. Очень нравится. Сахалинск – это маленький город, но очень уютно. Не как Москва, не как Санкт-Петербург. Мне очень нравится здесь. А соревнования тоже очень интересно. Мы смотрели соревнования фигурное катание и хоккей очень интересно. На этих играх Вензима была атташе у спортсменов Башкортостана, поэтому на всех соревнованиях она болела за своих подопечных. Ну а также переживала за спортсменов из Гонконга, которые приехали сюда отдельной сборной. А им во время соревнований помогал сахалинец Максим Ким. Мы проводим со своей страной практически все свободное время. Ну, даже не в свободное время, а практически все время, потому что мы следуем за ними везде, мы их везде сопровождаем и помогаем в различных ситуациях, если возникают какие-нибудь проблемы или ЧП. У обоих волонтеров после завершения международных соревнований впечатления самые яркие. Их порадовало и новые знакомства, и общение друг с другом, и атмосфера на играх. Хотя сейчас уже зимой, но очень жаркая атмосфера. Все зрители очень-очень... Я не знаю, как называется, но жалкое такое, да. Несмотря на температуру, да. Стать волонтером, возможно, в следующих грядущих Олимпийских играх. Ну и снова почувствовать этот дух всеобщего волонтерства, волонтерского движения. У подножия горы Большевик расположена футбольная арена «Спартак». Именно там проходили торжественные церемонии открытия и закрытия игр. Церемония закрытия стала ярким финальным аккордом праздника юности и спорта. Мы прекрасно выступили, наши спортсмены, насколько они готовы, сегодня прекрасно выступили, все отлично. Очень трогательное закрытие, видно, что ребята старались, у меня нет слов, я восхищен. Жалко, хочется еще. Очень большое ощущение внутри, очень радостно, мне понравилось здесь очень. Все очень дружные, очень веселые ребята, и грустно с ними расставаться. Закрытие началось с красочного светового и ледового шоу. В очередной раз организаторы восхитили зрителей зрелищностью и масштабностью концертной программы. На стадион вышли главные герои игр. Колонну судей возглавил двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов. Программу продолжил якутский ансамбль «Гулун», еще раз напомнив нам, что родоначальником игр «Дети Азии» стала Республика Саха. После зрелищного шоу со словами обращения к юным спортсменам и всем зрителям стадиона «Спартак» выступил легендарный Вячеслав Фетисов. Спасибо сахалинцам, спасибо волонтерам, спасибо всем за то, что мы зародили в России еще одну традицию – зимние азиатские международные игры детей. После того, как с флагштока был спущен флаг, его пронесли через весь стадион победители первых зимних игр «Дети Азии». Обратный отсчет да, на флаге опущены, огонь в маяке погас. Первые зимние игры «Дети Азии» можно считать закрытыми. Конечно, немного грустно, но мы все понимаем, что это не конец, это только начало. До встречи через 2 года на вторых международных спортивных играх «Дети Азии». Таргалана Захарова, Владимир Павлов, Сергей Козюра, Сахалин, «Дети Азии».
Соревнования окончены, разъезжаются последние участники, тренеры, судьи, почетные гости. Их было здесь немало, что только показывало мировое внимание к соревнованиям и повышало их статус. И уже дан старт подготовки вторых зимних игр «Дети Азии», которые, в отличие от летних, будут проходить каждые 2 года. И, быть может, эти детишки, многие из которых еще толком не умеют говорить, но уже стоят на лыжах, когда-то выступят в своих зимних играх «Дети Азии». Мы говорим «До свидания, Сахалин». Спасибо за гостеприимство. И мы говорим «До свидания» первым зимним играм «Дети Азии». И до встречи в 2021 году. Пока!